Кочевые родовые общины Мирнинского района обсудили вопросы экологии с правительством Якутии и властями муниципалитета. Рабочее совещание прошло в формате круглого стола. Участники поговорили о защите среды обитания коренных малочисленных народов. На конкретных примерах представили опыт работы с ними. Каковы итоги встречи, расскажет Августа Степанова. Сегодня на территории Мирнинского района под разведку и добычу углеводородного сырья выделено 22 лицензионных участка. Свою хозяйственную деятельность ведут 11 недропользователей. Больше всего нефтегазодобывающих производств расположено в районе Тасюряха. На территории Наслега насчитывается 15 лицензионных участков. На территории муниципального образования Чуонинский Наслег насчитывается 8 лицензионных участков. И на территории муниципального образования Садынский и Венкийский национальный Наслег насчитывается 2 лицензионных участка. Компании успешно взаимодействуют с родовыми общинами, оказывают им финансовую помощь. Так, поселок Тасюрях стал первым населенным пунктом в республике, бюджет которого не дотационный, а профицитный. Много можно рассказать и о компании «Алроса», так что участникам круглого стола есть чему поучиться. Закон о разделе продукции у нас только с «Алроса» существует. Вот «Алроса» больше ни с одним монополистом, ни с одной большой компанией. Или с газовиками, или, значит, Якутуль не существует. «Алроса», она взаимодействует с арктическими районами, Оленевский, Анабарский, значит, и здесь в целом Мирнинский район. Поэтому с коренными малочисленными народами севера очень много у них договоров существует и с другими районами нашей республики. Мирнинский район лидирует не только в вопросах экологии, взаимодействия промышленников с местным населением. Здесь есть и богатый опыт работы по земельным отношениям. Вопрос актуальный, особенно в связи с принятием закона об 1 гектаре. Очень приятно было увидеть среди муниципальных образований, которые поднимают вопросы образования территории традиционного природопользования, Мирнинский район. Этот вопрос пока не стоит. Все родовые общины имеют свои земли и подпадают под защиту исконной территории коренных народов. Чтобы увидеть, чем сегодня живет и как работает одно из предприятий «Газпром Геологоразведка», делегация посетила вахтовый поселок. Экскурсию провели работники буровой. Мы находимся на площадке скважины номер 582 Тасюряхского нефтегазоконденсатного месторождения. В настоящее время идет монтаж буровой установки 3D86. После завершения монтажа ориентировочно в конце мая произведется заборка скважины. Проектная глубина скважины 2007 метров. По прилету подробное обсуждение увиденного. Дело необходимое для подведения итогов работы. Ну а результатом круглого стола стали рекомендации по налаживанию взаимодействия промышленных компаний и коренных малочисленных народов. Августа Степанова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».